Быть писателем или поэтом – это не только дар, но и большая ответственность. Культура народа требует уважения и глубокого понимания. Каждое произведение становится частью культурного наследия и может оказывать влияние на будущие поколения. Поэтому важно сохранять и передавать эти традиции через творчество. Выразительные слова могут объединять людей и помогать им лучше понимать свои корни. Асламбек Тугузов, пожалуй, один из самых ярких поэтов нашей республики. Его творчество, наполненное глубокой философией и искренностью, находит отклик в сердцах людей разных поколений. Верность своим корням, любовь к родному краю и бережное отношение к культуре – вот что выделяет Асламбека среди других. Тугузов простыми человеческими интонациями пишет стихи, которые одинаково проникновенны для читательских сердец со всех уголков нашей необъятной России. Я слишком слаб, чтобы что-то изменить. Я слишком стар, чтобы начинать сначала. Но я еще попробую доплыть вон до того последнего причала, пишет он. Родился он в 1969 году в селе Заканюрт Ачхой-Мартановского района. Самые ранние свои стихотворения написал еще в детстве, а в начале 90-х годов сделал стихосложение одним из своих основных жизненных занятий. Первая моя книга уже вышла только в 2019 году. Это после того, как я ушел на пенсию, вот с работы я ушел. И с тех пор я написал 5 книг, 3 сборника стихотворений и 2 поэмы «Шейх Мансур Алибек Хаги». Сейчас должна закончиться моя 3-я поэма, и даже я работаю над 2 поэмами одновременно. В преддверии Дня молодежи администрация Веденского района при поддержке Союза писателей и парламента Чеченской Республики организовала творческий вечер Асламбека. На мероприятии присутствуют поэты и писатели, которые через свои произведения воспевают моральные и духовно-нравственные ценности нашего народа. Это уникальная возможность для молодежи встретиться с талантливыми личностями, обсудить актуальные темы и вдохновиться их работами. Добрый вечер, уважаемые гости и участники этого прекрасного вечера. Сегодня мы собрались, чтобы окунуться в мир поэзии. Мир, сотканный из чувств, размышлений и глубоких смыслов. Глава администрации Веденского района в свою очередь выразил огромную благодарность за возможность собрать этих уважаемых людей сегодня здесь и отметил: Асламбек Тугузов – яркий пример особой гордости для чеченского народа и всего Кавказа. В этом году, объявленным годом истории, мы вновь открываем страницы нашего прошлого и обращаем внимание на великих личностей, таких как шейх Мансур, которые играли значимую роль в судьбе нашего народа. Также хочу поблагодарить всех депутатов и гостей, также писателей, которые пришли поддержать нас на этой встрече. Ваше участие и интерес к нашей истории вдохновляют нас продолжать эту важную работу. Асламбек, когда говорит о своем творчестве, стеснительный, но видно, что в это дело он вкладывает всю свою душу. В его словах в каждой строфе проступает глубокая эмоциональность и искренность. Он не просто пишет стихотворения, а делится с миром своими переживаниями, мыслями, ощущениями и делает это с такой нежной и тонкой душой, что каждый, кто читает эти произведения, невольно становится частью его внутреннего мира. Моментом возникает только идея стихотворения. Может возникнуть 1 строчка, могут возникнуть 2 строчки, но цельное произведение, оно не может моментом. Поэтому вот когда ты вот ловишь вот этот такой знак, вот такой след, и вот ты расчищаешь эти следы, как бы создаешь вот конструкцию. Идея – это конструкция, а дальше ты уже форму лепишь. Иногда даже есть у меня стихотворение «Найду тебя», это посвящение моему другу, «Найду тебя, как камень на погосте, там, где трава соперничает в росте». Вот эти 2 строчки у меня лет 10 лежали. Я несколько раз приступал, потому что они мне нравились, но они не прошли. А потом дальше уже «Найду тебя, как камень на погосте, там, где трава соперничает в росте, с деревьями, чьи черные макушки
подстриженные с дальнобойной пушки. Благодаря таланту Асламбека не только чеченский народ, но и другие большие и малые народы получили литературный памятник, посвященный яркой и полной трагизма жизни первого имама Северного Кавказа, шейха Мансура и его сподвижников, славных сынов, славных народов, славного Кавказа. Шейх Мансур кипа эмила Асламбек бяш бол берги лакарч эган табу иза бара وهي ليتراتوري إسبع أو قيم خلص عش وهي إستوري عالشلتو قوم قيتم عالش برضو كفكازي قامن شقع يقمت كلاريردو из-за документа андолшунду. Тугузов рассказывает, что образ шейха Мансура не просто возник у него в воображении, а он сам вышел из глубин истории и сказаний, которые слышал с детства. И образ нашего героя, великого воина и лидера обрел в его поэме новую жизнь. Я не скажу, что создал. Это вот кропотливо, как мозаику мы восстановили образ нашего имама шейха Мансура, мы его восстановили, мы ничего не добавили от себя, мы ничего не преувеличили, мы абсолютно вот именно следуя исторической действительности восстановили. Особенно ярким моментом для зрителей стал, когда они услышали отрывок из поэмы, который озвучил заместитель председателя парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев. Они не скрывали свое удивление, так как погрузились в атмосферу, словно сами стали участниками этих исторических событий. تهن أوديو زابيس سأل دوغنا سنوش ديشا يشناس إتاي بجين يازدر شي زمن شوها تهن وين مسألة خل دعوتين خل والجو شيخ منصور أستيبنا خزديشنش يازدر وقول حلقة سنو هي فان ألشي وقول حلقة شي استجنا شي قام ديش خلال وقول كرت عالشو يتسون شي خل ديزرت أقشي خل توربله هو أستوربله هو شن داخل خلاصنا يخشى دولش داخل خنو شيء منسو داخل هي تنبول شنها تو نبحتي شو حيحكي يوش خين سا تون خيل بالحيج مش إشجوشو بوخشة أستجي برا واحد الخلق إن دوزيتا خلق إن جيتا خال إذا دال تقدر تون هيبة دل خلال بيلغلويو يبيلغل دقة شيخ منصور دل لأمتة ويلي كفكاز إمام خلال دينت دوزن دوش آهون حارة دل لأمت خلال بيلغل دوقشة دل لأمت خلال تسا أصلا بيحكي إشي قول ريحة إشي يازدش خلال جينها يازدا بيلغل دقة إذا مش أقول كوارتا دا هي تنبين خلال ساعة شيخو ديزر سادو على الصنع. В сырой темнице каземата, куда и луч не проникал, в цепях из твердого булата чеченец гордый умирал. Уже не двигал он руками и только пристально глядел большими темными глазами в ему лишь видимый предел. И столько пламени сияло в его измученных глазах, что, скручиваясь, отступала тень смерти в кованных дверях. Вот он зашевелил цепями, вот тихо голову поднял и странно, бледными губами, с улыбкой слабой прошептал: «Прощайте все, в ком мог узнать я родную кровь. Прощай, мой край. Прощайте, пламенные братья, и ты, тюремщик мой, прощай». В центре внимания был наш гениальный писатель, поэт Асламбек Тугузов. Это действительно гениальный человек в нашу эпоху. Его уровня поэтов в России, ни за рубежом пока не наблюдается. И это признают сами российские многие писатели, которые пишут отзывы на его работы. И мы с вами имеем счастье
подарок Всевышнего, что у нас среди нас появился такой гений, который на самом высочайшем литературном языке, на высочайшем литературном уровне нашу историю оживляет наших героев, восстанавливает эту эпоху, эти переживания, эту трагедию, этот героизм. И наша молодежь, читая его произведения, может полностью запечатлеть, что они испытывали, как они проживали эти трудности, какими стойкими они были, какими вероубежденными они были. И они являются достойными примерами для подражания, чтобы мы, поколение, соответствовали памяти наших предков и были достойными их представителями и строили наше будущее, основываясь на этих наших ценностях духовных, моральных, нравственных, к чему нас призывает сегодня наш глава, руководитель Рамзан Ахматович Кадыров. И эти сегодняшние вечера нашу историю оживлять мы имеем возможность именно благодаря его грамотной политике, в первую очередь политике его отца, который остановил навсегда войну в Чеченской республике, благодаря миру. И сегодня грамотная политика главы республики способствует тому, чтобы мы не только экономически развиваемся, но в мире достижения любой нации считают по развитию искусства и культуры. И литература является самым ярким отражением духовного составляющего народа. И сегодня мы не только строим города, села и так далее, здания, но еще и литература развивается. Это признак того, что мы действительно на всех направлениях процветаем, развиваемся. И дай Бог, чтобы это продолжалось с новой силой. После официальной части вечера состоялась автограф-сессия, где гости имели возможность поближе познакомиться с Асламбеком Тугузовым, задать ему вопросы и получить подпись на любимой книге. Он также рассказал про будущие идеи и проекты. У меня план такой: создать целую галерею художественных произведений, отражающих нашу историю, наших исторических героев, наших религиозных руководителей, наших политических руководителей и простых чеченских онохов. И по ходу я еще хочу вернуться к прозе. У меня отложенная проза, большая, именно проза, большое произведение. Оно в таком, знаете, зачаточном состоянии, мне надо эту прозу завершить. Поддерживая и изучая литературу, мы сохраняем нашу связь с прошлым и строим фундамент для будущих поколений, чтобы они также ценили и уважали свое культурное наследие. طبعا أسلمبيك ألدول يزدين دول ما هنش بعندوش وين يوقع حدوقة جيرجو تصدلهما بالجل دلسون تقسون صغير رحار أسلمبيك إحري يؤل صغير سون قطع دقة بوه بدقعو استريتسكي دال أست أعتن دال أحتو بويل تق تون قيتا تو أريق يوخشيولا وتشبنكش كنش هرش يشيتا أو يشتو قيتيتا وين كجيناخ دال إيمانس قيابويل. Сегодняшний творческий вечер Тугузова стал ярким примером того, как слово может завораживать и вдохновлять.